Здравствуйте. В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии Сергей Дорофеев. Сегодня в выпуске. Взрыв на турецкой свадьбе устроил 12-летний подросток-смертник из ИГИЛ. Число погибших возросло до 53, раненых более 70. Подорвался или был взорван смертник в возрасте 12-14 лет. Олимпиада закончилась. Итоги для стран Центральной Азии не самые впечатляющие. В Кыргызстане половина населения считают, что неудачные выступления сборной – это козни врагов. Другая половина уверена, спорт просто разваливают. Кто мы такие, что бойкотируем? Нам надо готовить. Корабли России наносят удар крылатыми ракетами по сирийскому Алеппо. Больше всего достается террористической Джабхат ан-Нусре и ее союзникам. Их позиции стерты с лица земли вместе с прилегающими городскими кварталами. Похоронить за 60 секунд. Жители уральского поселка вынуждены погребать своих близких в страшной спешке, зачастую под покровом ночи, из-за того, что их кладбище не нравится богатым людям из соседнего коттеджного поселка. Вот хороните на мусульманское кладбище. Полицейский, который любил глотать перочинные ножи. Индийские врачи извлекли из его желудка 40 стальных лезвий. Я просто наслаждался их вкусом и пристрастился. Взрыв на свадьбе в турецком городе Газиантеп устроил мальчик в возрасте от 12 до 14 лет. Об этом заявил турецкий президент. Эрдоган считает, что смертника послали боевики ИГИЛ. Спецслужбы обнаружили фрагменты так называемого пояса смертника, который был закреплен на теле мальчика. Тем временем число жертв произошедшего накануне взрыва увеличилось до 53. Ранения получили более 70 человек. По информации СМИ, свадьба была курдской. В Газиантепе во время свадебной церемонии подорвался или был взорван смертник в возрасте 12-14 лет. Вначале было 94 раненых. Некоторых пациентов уже выписали. Сейчас в больницах остаются около 69 человек. 17 из них тяжело ранены. Вы видите кадры первых минут после взрыва. Напомним, взрыв прогремел во время свадебной церемонии. В этот момент рядом с домом жениха и невесты находились сотни людей, более половины из них женщины и дети. Среди погибших как минимум 22 ребенка. Тяжелые ранения получил жених, который является членом Курдской демократической партии Турции. Поначалу власти считали, что взрыв устроила террористка-смертница. Сейчас же сомнений в том, что теракт осуществил мальчик-подросток, связанный с ИГИЛ, у турецкой полиции практически не осталось. Хотя ИГИЛ до сих пор не взял на себя ответственность за это преступление. По мнению Анкары, взрыв на курдской свадьбе был устроен специально, чтобы посеять рознь между турецкими властями и лояльными им курдскими партиями. Отмечу, аналогичный взрыв, в результате которого пострадали гости также курдской свадьбы, прогремел в минувший четверг в турецкой провинции Ван. Вы видите эти кадры. Правда, целью террористов тогда являлся соседний полицейский участок. Также никто не взял на себя ответственность за этот теракт. И вот самый последний случай использования малолетних детей в качестве живых бомб. Сегодня полицейским в Ираке удалось обезвредить пояс смертника, который был надет на 11-летнего мальчика. Ребенок не смог заставить себя привести в действие взрывное устройство на улице города Киркук и сдался полиции. Саперы в течение нескольких часов обезвреживали пояс смертника, который был крепко закреплен на теле мальчика боевиками так называемого исламского государства. К счастью, взрывное устройство во время разминирования не сработало. В Рио-де-Жанейро завершились 31-е Олимпийские игры, которые уже вошли в историю из-за самого крупного допингового скандала в истории вообще всего олимпийского движения. Сотни спортсменов были отстранены от соревнований еще до их начала. Многих дисквалифицировали по ходу Олимпийских игр. И тем не менее, по мнению зрителей и журналистов, эта Олимпиада была зрелищной, а борьба на ней по-настоящему спортивной. Победителем неофициального общекомандного зачета стала сборная США, завоевавшая 121 медаль. Россия, несмотря на допинговые скандалы, заняла 4-е место. У ее атлетов 56 наград. Из стран Центральной Азии лучше всех на играх выступили Казахстан и Узбекистан, занявшие, соответственно, 21 и 22 места в общекомандном зачете. Сборная Кыргызстана, которая имела хорошие перспективы, лишилась даже единственной своей медали. В Кыргызской республике неудачное выступление сборной
Кыргызстане разделила общество пополам. Одни считают, что провал атлетов – это козни врагов и заговор с целью опорочить Кыргызстан из-за его дружбы с Россией. Другие уверены, национальный спорт просто развалили. Жибек Бегалиева продолжит тему. Эта Олимпиада стала для кыргызстанцев большим разочарованием. Ни одной медали, зато у ближайших соседей Казахстана и Узбекистана в итоговом зачете 21 и 22 места. Спортсмены оттуда обогнали даже соперников из многих европейских стран. Единственную медаль Кыргызстана, бронзу тяжелоатлета Изата Артыкова, в МОК отобрали, обвинив штангиста в применении допинга. К тому моменту, когда об этом стало известно, награду атлеты уже успели отпраздновать всей страной. Ему подарили квартиру, пообещали пожизненную стипендию и машину. Когда выяснилось, что звание олимпийского чемпиона у юноши отбирают и не помогла даже апелляция, многие в этом увидели большую политику. Возможно, то, что нас действительно решили, сознательно решили опозорить перед всем миром, что якобы вот, а причин этому может быть много на самом деле. Вплоть до того, что участие в Юридическом экономическом союзе в интеграционных проектах с Россией. В случае чего, говорит руководитель аналитического центра «Стратегия Восток-Запад» Дмитрий Орлов, Кыргызстану, вместе с Россией, разумеется, Олимпиаду лучше всего вообще бойкотировать и организовать собственные всемирные соревнования. Если уже действительно на то пошло, то не нужно было бойкотировать. Аналог своей Олимпиады был, в советское время была, так называемая, не знаю, помните вы или нет, Спартакиада народов СССР, в которой участвовали все советские республики. Что мы такие, чтобы бойкотировать? Представляете? Нам надо готовиться. Провал Кыргызстана на Олимпиаде ветеран спорта Бобек Кадыркулов объясняет просто. К соревнованиям, говорит заслуженный тренер, надо готовиться. И руководство спорткомитета вообще, они должны работать от олимпийского цикла до олимпийского цикла, чтобы спрашивать с них. Сейчас с кого спрос? Новый сейчас председатель пришел 2-3 месяца, предыдущий проработал 10 месяцев, там еще год. У кого спрос? Тем, кто верит в теории заговора, Кадыркулов предлагает просто прогуляться до ближайшей спортшколы. Вот, к примеру, зал, в который школьницей ходила самая перспективная атлетка из олимпийской сборной Кыргызстана Айсулу Тыныбекова. А вот заплесневевшие стены школы, где занимался Изат Артыков. Тренироваться главным олимпийским чемпионом иногда приходилось даже впроголодь. И кушал здесь рядом кафе, договаривался. Иногда мы в долг кушали, потом оплачивали. Так и мы старались что-то сделать для нашей своей страны. Зато в народе теперь гуляет шутка. Отыграться кыргызы, шутят в социальных сетях, смогут на Всемирных играх кочевников, которые республика организовывает в этом году. На этих соревнованиях спортсменов на допинг пока не проверяют. Жибек Бегалиев, Азат Антумаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. В Казахстане неожиданно на свободу из тюрьмы вышел оппозиционный политик, лидер запрещенной партии «Алга» Владимир Козлов. Правозащитники в его уголовном преследовании и освобождении отмечают политический мотив. Напомним, что Козлова приговорили к 7,5 годам тюрьмы по обвинению в возбуждении социальной розни во время жанаозенских событий. Было это в 2011 году. Тогда полиция расстреляла бастующих нефтяников и жителей города Жанаозень. Только по официальным данным погибли 16 и более 100 человек получили ранения. Козлов тогда выступал с резкой критикой действий властей. И вот теперь, спустя 4 года, он утверждает, освобождение стало для него полной неожиданностью. Администрация тюрьмы, по словам Козлова, из камеры его буквально выгоняла, однако он отказывался покидать тюрьму до приезда своего адвоката. Сейчас об этом сложно говорить, потому что я даже не знаю, что такое политика сейчас, вот в этом исполнении, скажем, сегодняшнем. Я знаю, что как таковой оппозиции нет. Во всяком случае, в том понимании, в котором она была, в то время, когда я этим занимался. Сейчас очень сложно об этом сказать, чем я буду именно заниматься. Для этого нужно оглядеться. Я даже Алмату не узнаю. Вот сейчас только в этот район заехал и начал узнавать, а там дальше ехал, не видел ее. Покончили жизнь самоубийством 2 рабочих казахстанской вагоностроительной компании в городе Экибастуз. На митинге, который провели более сотни их коллег у входа на предприятие, люди рассказывали, что это произошло из-за крайней нужды. На предприятии задерживают зарплату. Всего 2 года назад, отмечу, предприятию по строительству новых вагонов для казахстанских железных дорог сулили самые радужные перспективы. Государство включило завод в госпрограмму, но теперь, очевидно, такая инициатива властей полностью провалилась.
Более 100 работников вагоностроительного завода в Экибастузе собрались у входа на предприятие, требуя объяснения причин невыплаты заработной платы. Многие из них заявляют, что не получали деньги уже полгода. Некоторые рабочие говорят, что были даже несчастные случаи. 2 молодые парня повесились. И это, честно говоря, это значит трудности, потому что не выдержали, психика у них. Также вот сейчас любой может так сделать. Нечего терять уже. Без работы. Так и так мы безработные. Многие молодые специалисты шли на завод в поисках стабильной работы и уверенности в завтрашнем дне. Айдар Пушпаков говорит, что даже первый, не самый удачный год, когда предприятие выпустило лишь 5 вагонов, его не смутил. По его словам, в начале проблем с зарплатой не было, но была постоянная чехарда в руководящем составе. За 4 года сменилось 6 руководителей. Месяц назад к нам Аким приезжал с депутатами с парламента. И правительство Кастемиртранс приезжало официально. Решали этот вопрос, но до рабочих конкретно никто ничего не довел. Я говорю еще раз, выйти с цеха. Разъяснить ситуацию попытался заместитель руководителя вагоностроительного завода Берегбай Амиржанов. Из-за отсутствия заказов мы работали на дочерние предприятия КТЖ, Кастемиртранс. Нашу продукцию только они брали в данный момент. Был меморандум подписан, они нашу продукцию брали. Он давался на 4 года. А производство с 11 года. Других рынков сбыта у завода нет. Цена за вагон под брендом Made in Kazakhstan около 14 миллионов тенге. Не позволяет конкурировать с зарубежными производителями. Местные власти заявляют, что выплата зарплаты будет произведена до конца августа, и деньги на это уже выделены. Задержка, по их сведениям, составляет 3 месяца, а не 6, как утверждают некоторые рабочие. Деньги получены на развитие железнодорожной отрасли. Теперь то, что касается оплаты, на сегодняшний день задолженность по заработной плате по состоянию на 1 августа составляет 106 миллионов тенге. 106 миллионов тенге – это май, июнь, июль. Эти деньги будут выплачены. Завод по изготовлению вагонов открыли в Экибастузе в 2011 году. Проект был открыт по государственной программе форсированного индустриально-инновационного развития. Производство с проектной мощностью 2500 вагонов в год должно было покрыть собственные нужды страны. Но выйти на этот уровень заводу так и не удалось. За 5 лет работы произведено около 5000 вагонов и полувагонов. Тимур Айтмухамбет, Азаттык ТВ. Тем временем уже около 10 тысяч казахстанцев подписались под петицией об отставке премьер-министра республики Карима Масимова. Однако сайт Change.org, где была опубликована петиция, стал неожиданно недоступным. По словам гражданских активистов, сайт не открывается, причем только с территории Казахстана. Но, несмотря на это, количество подписей продолжает расти, а организаторы переносят их сбор на другие доступные пока ресурсы. В основном Масимова обвиняют в том, что уже на протяжении 7 лет он ничего не делает для экономики страны, стремится попасть в объективы телекамер в компании мировых звезд. Вы как раз видите сейчас эти кадры. И вот цитата из петиции. С помощью назойливых пиар-ходов Масимов хочет улучшить свой имидж. К примеру, он запустил в соцсетях хэштег «25 лет независимости», где предложил пользователям рассказывать миру о достижениях Казахстана. Реакция при этом оказалась другой, нежели думал премьер. Люди стали писать о коррупции и отсутствии демократии. А на вопрос, какого результата достигла наша страна за четверть века, более 40% пользователей ответили «деградация». Далее в программе. Корабли России наносят удар крылатыми ракетами по сирийскому Алеппо. Больше всего достается террористической Джабхат ан-Нусре и ее союзникам. Их позиции стерты с лица земли вместе с прилегающими городскими кварталами. Похоронить за 60 секунд. Жители уральского поселка вынуждены погребать своих близких в страшной спешке, зачастую под покровом ночи, из-за того, что их кладбище не нравится богатым людям из соседнего коттеджного поселка. Вот хороните на мусульманское кладбище. Полицейский, который любил глотать перочинные ножи. Индийские врачи извлекли из его желудка 40 стальных лезвий. Я просто наслаждался их вкусом и пристрастился. Российские боевые корабли нанесли из акватории Средиземного моря удары по целям в сирийском Алеппо. Как утверждают в Министерстве обороны России, целями кораблей были позиции боевиков запрещенной группировки Джабхат ан-Нусра. Корветы, из которых были выпущены десятки крылатых ракет, прибыли из Севастополя к берегам Сирии под видом учений. Вы видите моменты этих отнюдь не учебных запусков.
Минобороны рапортует о сотнях уничтоженных боевиков, десятках единиц бронетехники, складах боеприпасов и командно-штабных пунктов. Но это уже кадры рейтер авиаударов по сирийским городам Хомс и Дума. Как утверждают сирийские правозащитные организации, бомбежке подверглись районы, подконтрольные радикальным антиправительственным группировкам. Это видео последствий авиаударов. Как вы видите, опять среди жертв большое количество гражданских лиц. Пока не удалось определить принадлежность бомбивших самолетов, хотя очевидцы на земле утверждают, это были именно российские бомбардировщики. Сообщается минимум о 7 убитых в Хомсе. Тем временем на карте Сирии появилась еще одна горячая точка. На северо-востоке страны, поддерживаемые США формирование курдов, вступили в боевые действия с армией Башара Асада, которая пыталась вытеснить их из города Эль-Хасака. Курдские части отбили город Уйгил еще в марте. В этом им помогала авиация США и американский спецназ. Все последние дни в Эль-Хасаке шли ожесточенные бои с большим количеством убитых и раненых. С неба удары по курдам наносила сирийская авиация. Как сообщает Пентагон, американское командование было вынуждено поднять в воздух истребители и отогнать сирийские самолеты от населенных пунктов, где находятся американские специальные подразделения. На северо-восток Сирии срочно выехали российские военные посредники, которые попытаются уговорить стороны прекратить бессмысленные бои, так как до этого и курды, и сирийская армия действовали заодно против ИГИЛ. Однако пока успокоить никого не удается, все делают довольно воинственные заявления. Несмотря на все наши попытки восстановить спокойствие и стабильность в городе, курдские формирования попытались взять под контроль центр Хасак, что привело к пропорциональной реакции со стороны сирийской армии, которая окружила вооруженные группы, ответственные за эти действия. Между тем, Турция неожиданно пропустила через свою территорию отряды сирийской свободной армии, которые должны атаковать города в Сирии, находящиеся под контролем ИГИЛ. В частности, речь идет о городе Джараблус, который является последним значительным городом Сирии в приграничной зоне, где до сих пор хозяйничают боевики. Эксперты при этом полагают, что Турция разрешила проход сирийских оппозиционеров, опасаясь роста влияния курдского ополчения, которое также наступает на Джараблус с восточного берега реки Ефрат. И также турецкие власти заявили, что готовы предоставить свою самую крупную авиабазу «Инджирлик» для российской авиации. Об этом заявил премьер-министр Турции. На данный момент на базе «Инджирлик» находятся десятки самолетов США и их партнеров по НАТО. Именно отсюда они вылетают для бомбежек Сирии и Ирака. Для США и его союзников предложение Анкары Москве стало полной неожиданностью. Но вот иранские власти заявили, что Россия пользовалась аэродромами на территории Ирана без их ведома. МИД Ирана обвинил Москву в комплексе сверхдержавы и заявил, что все стратегические бомбардировщики, находившиеся на иранской базе Хамадан, отправлены назад домой в Россию. И никаких бомбежек Сирии с территории Ирана осуществляться в будущем не будет. И теперь в Россию. Жителям поселка Горный Щит, что на Урале, запретили хоронить своих родных на городском кладбище. Люди вынуждены буквально штурмом брать погосты, рыть могилы на скорую руку, пока не видит руководство кладбища. Как выяснила наш корреспондент Екатерина Пономарева, кладбище закрыли из-за недовольств состоятельных жителей коттеджного поселка по соседству. Чего ждать-то? Это брат, Ляпина, брат. Вот здесь рядом хоронит. Друзья и родные покойного Ляпина торопятся скорее вырыть ему могилу. Их 3 дня на кладбище не пускали. Говорят, пока журналисты здесь, смотрящие погосты за руки их хватать побоятся. И они под шумок совхозного работника Ляпина наконец схоронят. Все готовы, и церковь заказана, и столовая. Понимаете, нам все нервы вытопали с этим кладбищем. У нас мама вообще в обморочном состоянии. Дедушка Елены и Екатерины завещал похоронить себя здесь, на поселковом кладбище рядом с родными. Но местные чиновники на днях остановили работу погоста по предписанию прокуратуры. Говорят, либо хороните своих родных за 20 километров, либо подхоранивайте к мусульманам. Ничего не говорят. Вот хороните на мусульманское кладбище. А потом будет разрешение, вы его перезахороните. Представляете? Перезахороните. Ну как можно перезахоронить? Не знаю. Участок, где уже больше 100 лет находится сельское кладбище, чиновники в свое время почему-то толком не оформили. Людей, выяснили в прокуратуре, хоронили в землях сельхозназначения. А участки эти близ областного центра дорогие. Случилась достаточно стандартная в последнее время, к сожалению, история.
когда группа людей купила землю сельхозназначений, используя закон о дачной амнистии, они начали узаконивать понастроенные коттеджи как фермерские хозяйства, не имея на это, на самом деле, в моем понимании, ни одного документа, подтверждающего, что это так и есть. Но коттеджи рядом с погостом строили не один год, все ближе и ближе к крестам. И на это почему-то все закрывали глаза. Пока жители коттеджа не додумались сами пожаловаться в Роспотребнадзор и прокуратуру на близость с кладбищем и не потребовали его убрать. Им на этом погосте своих не хоронить, а за землю они отдали немало. Это кладбище здесь как бельмо на глазу. Во-первых, мы пьем воду, оно рядом. Вода, есть такая возможность, что попадет в скважину. Во-вторых, венки скоро будут висеть на заборе. Тоже мало чего приятного. У меня дети маленькие, внуки вернее. Жители Горного Щита за свое кладбище готовы бороться не на жизнь, а на смерть. Если погост не откроют, обещают сорвать выборы в поселке или того хлеще. Начнут приносить покойников под окна администрации. Я одно не могу понять сейчас в нашей стране, что творится. Неужели геноцид, развитый Гитлером во время войны, существует и сейчас? Почему? Имеется земля, имеется кладбище, уже в собственном. Почему нельзя похоронить последний путь? Наше правительство оставило нам всего 2 даты – рождение и смерть. И мы не можем уже никак подойти к этой проблеме. После скандала в службе городских кладбищ обещали, они попробуют изменить статус земельного участка через общественные слушания. И если большинство решит в пользу кладбища, погост снова оживет. Но когда это случится, неизвестно. А пока местные обещают с боем брать кладбище, чтобы хоронить своих там, где они им обещали. Екатерина Пономарева, «До настоящего времени». В Индии врачи спасли полицейского, вытащив из его желудка 40 ножей. По словам хирургов, им было страшно приступать к операции. Ничего подобного они ранее никогда не видели. Операция длилась более 5 часов. Я не знаю, почему я имел обыкновение глотать ножи. Я просто наслаждался их вкусом и пристрастился, как люди привыкают к алкоголю и прочему. Полицейский глотал складные ножи, которые в разложенном состоянии достигали 18 сантиметров в длину. Теперь жизнь полицейского вне опасности. Из больницы его отпустят только после того, как он пообщается с психиатром. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.